На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Он был собирателем этнологических материалов. Руслан Агушба поделился воспоминаниями о Владиславе Арцемба. Сварщик-аргонщик Юрий Белов продолжает цикл спецрепортажей, посвященных истории Сухумского физико-технического института. Уникальный мастер из ПАПа в центре проекта ВАК Амазара. В Сухуме прошла презентация документального фильма «Абхерца» режиссера Сабины Харджели. Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче внутренних российских паспортов на территории Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года. Речь идет о получении или замене паспортов для абхазских и южноосетинских граждан, постоянно проживающих в республиках и обладающих российским гражданством, говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания, он не распространяется на тех, кто приобретает гражданство России в упрощенном порядке в соответствии с указом от 17 мая 2025 года. Президент Бадра Гунба поручил восстановить авиасообщение с селом Псху. К сентябрю решить данный вопрос глава государства пообещал на встрече с жителями высокогорного села 13 июля. Вопрос авиасообщения президент Бадра Гунба обсудил с командующим ВВС Абхазии Адгуром Гумба и главным бухгалтером международного аэропорта Сухум имени Владислава Арцемба Мурманом Кварче. Периодически в Псху летают вертолеты Министерства обороны, однако стоимость перелета слишком высока, и не все жители отдаленного села могут им воспользоваться. Для того, чтобы авиасообщение было бесперебойным, Бадра Гунба поручил отремонтировать 2 самолета Ан-2 до конца августа, отметив при этом, что государство изыщет для этого средства. Ориентировочная сумма, необходимая для качественного ремонта бортов, около 5 миллионов рублей. Указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба за большие заслуги в области искусства, новаторства, жанра КВН в Абхазии, пропаганду национальной тематики и колорита орденом Акцепша 3-й степени награждены участники команды «Нарты» из Абхазии. Тимур Аршба, Дами Чамба, Роланд Буганба, Тимураз Квиквискири. Орден Тимураза Квиквискири был передан Тимуразу Тане, поскольку он не присутствовал на встрече. Президент Бадра Гунба в четверг провел встречу с командой КВН «Нарты» из Абхазии, которые стали победителями во встрече выпускников КВН, состоявшейся в Екатеринбурге 20 июня, обыграв команду 4 татарина и сборную МАИ. Глава государства поздравил участников с очередной яркой победой и отметил значимость их творческого пути для всей республики. В Москве состоялась встреча глав МЧС России и Абхазии Александра Куренкова и Льва Квициния, в ходе которой стороны определили приоритеты двустороннего сотрудничества. Александр Куренков отметил необходимость слаженных действий, направленных на снижение рисков при чрезвычайных ситуациях. По его словам, в работе служб необходимо учитывать специфику сложного горного рельефа Абхазии и российского приграничья, а также особенности южного климата. Между чрезвычайными ведомствами России и Абхазии уже более 10 лет налажен постоянный обмен актуальной информацией по линии оперативных дежурных служб. Стороны обсудили ключевые направления партнерства в области защиты населения и территорий, подтвердив намерение продолжить эффективное взаимодействие по линии чрезвычайных служб. Он был собирателем этнологических материалов. Руслан Агушба поделился воспоминаниями о Владиславе Арцемба. Телекомпания Абаза ТВ продолжает цикл телевизионных интервью с политическими соратниками первого президента Абхазии, историка-хитолога Владислава Арцемба, ветеранами Отечественной войны, сотрудниками администрации первого президента, деятелями культуры. Историк-кавказовед Руслан Агушба поделился воспоминаниями о знакомстве с Владиславом Арцемба во времена своего студенчества, общении и дружбе с первым президентом. Он рассказал о взаимодействии в работе Абхазского госмузея, в котором он работал с Абхазским институтом языка, литературы и истории под руководством Арцемба. Поделился малоизвестными фактами, в частности, так называемой анакапийской истории 1987 года, связанной с грузинскими археологами. Мы тоже присутствовали, конечно. Ему и Георгию Калабая профессорский коллектив аплодировал стоя, больше никому я не встречал. Ну, очень тепло о нем говорили, шутили, особенно Иванов шутил. Коростовцев он был мужик, он как будто в Абхазии родился. И он видел, что мы относимся крайне серьезно к работе. Когда он уже стал директором АБНИ, что он говорит,
будем собирать весь материал, только не повторяться. Вы одно, а мы другое. Ты будешь заказывать в Авни и для музея. К сожалению, то, что было в Авни, сгорело, а в музее процентов на 85 сохранилось, даже 90. Но больше всего его интересовал этнологический материал. И вот он ходил, беседовал со старушками, с пожилыми людьми о культе железа, чаше, и записывал очень интересные материалы. Работа тоже есть. Это блестящая работа. На самом высшем мировом уровне, я отвечаю. Он меня спрашивает. Руслан говорит, Турктула Ехуапсо, говорит, но они Эрдрома, говорит, Нарта. Конечно, знают, у меня пару текстов было. Да, я говорю, потерпи немножко. В общем, связался я с нашими соотечественниками. Через месяцев 7, 8, 15 текстов я ему переслал. Он как ребенок радовался. Однажды он говорит, Руслан, говорит, ты не мог бы мне ребят найти, говорит, с Ермолаем. Ну, а тут виноград. Какие проблемы, я говорю. Муж Ермолай, Сара, в общем, поехали, поработали. Отец, какие умные глаза у отца его были, если бы вы знали. Он с нами сидел, потом нас запорожцы своим развез нас по всему Сухому. Ему жить. Мать, ах, боже. Продолжение цикла телевизионных интервью с политическими соратниками первого президента Абхазии Владислава Ардзинова смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. С предложением в кратчайшие сроки создать комиссию по парламентскому расследованию на предмет наличия антироссийских сил в стране обратилась к Народному собранию парламенту Республики Абхазия политическая партия «Форум народного единства Абхазии». В обращении партии, в частности, отмечается: в последние годы определенные политические круги в Абхазии продолжают активно эксплуатировать ничем не обоснованный тезис о наличии в стране антироссийских сил. Мы считаем, что подобного рода манипуляции являются преступными и представляют угрозу как для самой Абхазии, так и для российско-абхазских отношений. Объективное и беспристрастное расследование в стенах парламента придаст этому вопросу высокий уровень доверия и позволит поставить в нем точку. В случае подтверждения наличия антироссийских сил в общественно-политической среде это даст возможность публично их осудить и предпринять все необходимые меры для их устранения, что станет положительным сигналом для нашего союзника. Если же наличие таких сил будет опровергнуто, то сам факт проведения публичного расследования и его результат, доведенный до общественности обеих стран, нивелирует все возможные спекуляции на эту тему. Мы считаем приоритетной задачей сохранение высокого уровня российско-абхазских отношений, и между нами не должно быть недомолвок в столь серьезных вопросах. Конец цитаты. Между тем, абхазский музыкант Барас Куджба, которого российские власти несколько месяцев назад депортировали из России, лишив его права на въезд в страну на 10 лет, сегодня в Москве и обращается к своим соотечественникам со следующими словами. И помог в разрешении вопроса, связанного в моем десятилетнем запрете на въезд на территорию Российской Федерации. Я считаю, что мое присутствие здесь наглядный пример того, что даже сложные ситуации можно решить путем открытого и конструктивного диалога. И, конечно же, нам всем нужно научиться выстраивать друг с другом конструктивный диалог. У граждан Абхазии, у абхазских политических сил могут быть разные взгляды, и надо научиться обмениваться ими в правовом поле. Не путем обмена взаимными обвинениями, а путем детального обсуждения поднимаемого вопроса. Российская Федерация, в свою очередь, поручилась за нашу страну перед мировым сообществом, признав нашу государственность. Это очень важно. И это большая ответственность на нас демонстрировать мировому сообществу, что Абхазия состоялась как государство. Государственные институты у нас работают, что мы стабильное, правовое, демократическое государство. И вместе с братской Россией мы будем стремиться к большему процветанию в нашей Абхазии. А я, в свою очередь, приложу все усилия, чтобы и впредь способствовать укреплению престижа нашей родной Абхазии на мировой арене, популяризировать ее культуру и, конечно, всеми силами укреплять абхазо-российскую дружбу. И также надеюсь, что ни один политический деятель не поставит под сомнение
абхазо-российские отношения ради своей личной или же политической выгоды. Иахьа важранза Исаира Айсхарьячу Урустулы Апсны Рейза Казачака Шочам Маншалала Хакайцо Хажлар Реюзера Амила Шаза Уядза Хразлов Гуштысхва и Хараку Хайза Казачака и Хади Изрваша Ускзи Хайдглара Хака Тпахо Хауса Ицура Амчхак Ицнахва Икала Шардарта Аксыбра. Печальная весть. Скончалась заслуженный учитель Абхазии, участница национально-освободительного движения Элеонора Казмиди. Почти 60 лет она преподавала фортепиано в Сухумском государственном музыкальном училище. Имени Алексея Чичба обучила не одно поколение абхазских музыкантов, сообщили в Министерстве культуры. За вклад в воспитание работников культуры и искусства Казмиди была награждена орденом Акцепша третьей степени. Уход из жизни Элеоноры Казмиди является для нас всех большой утратой. Память о ней, как о профессионале, яркой личности, патриоте Абхазии, навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в соболезновании Министерства культуры Абхазии. Продолжаем выпуск. Вести из зала суда. Военный суд приговорил Давида Ахиба к 14 годам колонии строгого режима за убийство Джеро Маргания, сообщает Генпрокуратура. Ахиба был прапорщиком, военнослужащим контрактной службы СКБ. 28 апреля 2023-го он, желая убить Акмаля Худойбердиева из корыстных побуждений, назначил ему встречу в безлюдном месте на нефункционирующей птицефабрике Балахадзе, якобы для возврата 200 тысяч рублей за недавно купленный у него БМВ. Однако для того, чтобы забрать деньги, на место прибыл друг Худойбердиева, Джеро Маргания. Ахиба не менее 10 раз выстрелил в него из незаконно приобретенного автомата Калашникова. Маргания скончался на месте. После убийства Ахиба отогнал принадлежащий Маргания автомобиль к заброшенному зданию в полукилометре от места преступления. Туда же он оттащил тело убитого, спрятав его в груди строительного мусора. Автомат Ахиба выбросил в канал пустыря вдоль улицы Каму-Валахадзе. В ведомстве уточнили, что Давида Ахиба, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, признал вину в убийстве, рассказал, где найти автомат, но в дальнейшем не раз менял показания, отказывался признавать вину в ходе предварительного следствия и судебного следствия. Городской суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве в Сухуме. Тенгиз Сергегия признан виновным в убийстве в состоянии аффекта. Он осужден на 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима, из которых ему необходимо отбыть 1 год и 4 месяца, сообщили в Генпрокуратуре. Согласно материалам дела, 20 марта 2024 года Сергегия, имея преступный умысел, приехал к дому номер 37 на улице Кугония. Из незаконно приобретенного оружия он не менее 9 раз выстрелил в гражданина Ханазаряна. Тот скончался на месте. Подозреваемого задержали 23 марта. Он не отрицал, что совершил убийство, но заявил, что не помнит подробностей. Суд принял решение о переквалификации действий с умышленного убийства на убийство в состоянии аффекта, а также признал допустимыми результаты медэкспертизы, проведенные с нарушением законодательства, сообщили в ведомстве. Прокуратура не согласна с приговором и намерена его обжаловать. Огнестрельное оружие будут изымать при нарушении правил ношения. МВД Абхазии проводит системные рейдовые мероприятия по выявлению фактов ношения огнестрельного оружия с нарушением установленных норм и правил при наличии полученного на общих основаниях разрешения на хранение и ношение оружия. При выявлении таких фактов граждане будут лишены разрешительных документов, а оружие изымается. Лица, носящие незаконно приобретенное и хранимое огнестрельное оружие, привлекаются к уголовной ответственности. Министра внутренних дел в соответствии с утвержденным планом Управления общественной безопасности совместно с Управлением уголовного розыска и УВД по городу Сухум проводят рейдовые мероприятия в городе Сухум, в кафе и ресторанах, направленные на выявление лиц, которые получили на общих основаниях разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия. Однако при ношении оружия допускают грубые нарушения, такие как демонстративное открытое ношение оружия без кобуры, в заряженном и снаряженном виде. В соответствии с законом Республики Абхазия об оружии, данные лица будут подвергнуты конфискации огнестрельного оружия, они будут лишены права ношения и хранения
огнестрельного оружия и лицензии на приобретение оружия. Также мероприятия направлены на выявление лиц, которые незаконно носят огнестрельное оружие. Это уже уголовная ответственность. Данные лица будут подвергнуты лишению свободы на срок от 3 до 6 лет. Данные мероприятия проходят во всех городах и районах Республики Абхазия и носят систематический характер. Управление ГАИ Абхазии призывает всех водителей, имеющих российское гражданство, не откладывать подачу документов на получение водительских прав российского образца. Выдача прав на территории Абхазии будет производиться только до апреля 2026 года. После этой даты получить удостоверение можно будет только в России с обязательной сдачей экзамена. Уважаемые граждане, напоминаю, что процедура выдачи водительского удостоверения российского образца на территории Абхазии будет осуществляться до 1 апреля 2026 года. После этого данную процедуру можно будет проводить только на территории Российской Федерации с обязательной сдачей экзамена на предмет знания правил дорожного движения. УГАИ призывает вас своевременно обратиться с целью получения российских прав. На данном этапе мы уже не наблюдаем такого ажиотажа, как в начале. Вы можете прийти и без очереди подать свои документы. Напоминаю, прием ведется ежедневно в здании УГАИ с 9 до 18 часов со вторника по субботу. Также призываю граждан, уже подавших свои запросы, своевременно обращаться за выдачей уже готовых водительских удостоверений российского образца. На сегодняшний день у нас более 1000 удостоверений ждут своих владельцев. Министр туризма Астамур Логуа провел встречу с детьми из приграничных областей России, которые прибыли в Абхазию на летние каникулы по приглашению президента Бадры Гунба. В Сухуме разместились 50 детей из Курской области, а в Пицунде 50 детей из Белгородской области. Да, вчера были. Очень все красиво. Нам очень нравится. Хочу самое главное отметить, что мы сами в таком примерно возрасте пережили войну. Здесь представлены и многодетные семьи, и дети усыновленные. Это большая человеческая миссия, не забыть детишек, поддержать их. Мы впервые здесь, в Абхазии. Наши впечатления здесь, мы просто их передать не можем, высказаться. Очень красивый, зеленый город Сухум. Реализовано по поручению президента Республики Абхазии Бадры Гунба, поскольку это такой жест абхазский, поддержать сегодня Российскую Федерацию детей из России. Вы знаете, что здесь многодетные семьи, здесь есть даже приемные детишки, кто потерял родителей. 50 человек расположены в Сухуме, 50 в Пицунде. Белгородская область, белгородские детишки сегодня в Пицунде находятся. Я жду, чтобы у нас куда-нибудь в горы, еще куда-нибудь. Весело? То есть смотреть архитектуру города тоже интересно, конечно. Первый раз так. А здесь всегда все по-разному. Мы продолжаем цикл специальных репортажей, посвященных истории Сухумского физико-технического института, который в этом году отмечает юбилейную дату. В эфире телеканала Абаза ТВ вы можете познакомиться с историями ученых, специалистов и сотрудников СФТИ, посвятивших жизнь работе на благо науки. Один из таких героев — Юрий Белов, сварщик, аргонщик, заставший не только эпоху рассвета института, но и те далекие времена, когда на объектах А и Г трудились немецкие ученые. Папе назвал, почему так? Пытался и на своем, и на русском сказать. Папа нежелательно ему, чтобы приходили. Не ругал, но, в общем-то, не поддерживал это. На балконе стояла позорная труба у него большая здесь, у отца. Они ночью рассматривали звезды, это вот я помню хорошо. А еще я запомнил, когда из холла поднимаешься по лестнице, то стоял железный рыцарь. Вот, доспехи, и все. Я думаю, мальчишка еще удивительно было видеть. На картинках где-то в то время редко даже, а тут вот как бы живой рыцарь. Очередной специальный репортаж, посвященный юбилею Сухумского физико-технического института, смотрите в сегодняшнем эфире Абаза ТВ.
Люди и даты. Свой 65-летний юбилей отмечает заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия, известный художник-график, портретист, член Союза художников Абхазии и России, заместитель декана факультета искусств АГУ, доцент Руслан Григорьевич Чхамали. Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты отделения искусств Абхазского госуниверситета поздравляют его с этой знаменательной датой. В поздравлении, в частности, отмечается: ваша жизнь – яркий пример беззаветного служения искусству и образованию. Почти 35 лет работаете в Абхазском государственном университете, пройдя все ступени профессионального роста. От преподавателя, доцента, заведующего кафедрой до заместителя декана факультета. С момента открытия в ВУЗе кафедры изобразительного искусства в 1997-м вы возглавили ее, внеся неоценимый вклад в становление и развитие художественного образования в республике. Ваша неустанная деятельность в значительной степени способствовала открытию факультета искусств Абхазского госуниверситета. Как художник вы являетесь участником более 60 профессиональных выставок в Абхазии, России, Италии и Турции. Ваш талант, профессионализм и преданность делу вдохновляют коллег и студентов. Выражаем вам глубокую признательность за многолетний труд, преданность университету и отечеству, а также за неоценимый вклад в развитие абхазского искусства и образования. Конец цитаты. Новости культуры. Роман «Абхазское вино» писателя Олега Этлухова будет экранизирован. В Министерстве культуры России подвели итоги конкурса Департамента кино. Комиссия выбрала для экранизации роман «Абхазское вино» известного писателя Олега Этлухова. Сценарист Этлухов, режиссер Инар Нармания, консультант Беслан Кубахи. Съемки планируют начать в сентябре 2025 года. В Сухуме прошла презентация документального фильма «Абхярца» режиссера Сабины Харджели. Картина снята в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса «Амазара» при поддержке фонда Мусы Экзекова и рассказывает о мастере села Хуап, единственном в стране изготовителе традиционных музыкальных инструментов. Подробности в материале Заура Кварче. Сохранить наследие, зафиксировать живую традицию, рассказать о людях, которые работают руками и душой. В Сухумском офисе ВААК прошла презентация фильма «Абхярца», документальной ленты о мастере из села Хуап, единственном в стране изготовителе традиционных музыкальных инструментов. Картина создана в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса «Амазара» при поддержке фонда Мусы Экзекова. Проект «Амазара» запущен был уже достаточно давно, и автором самой идеи этого проекта является председатель Высшего совета ВАК Муса Хабалевич Экзеков. Проект уже насчитывает немало фильмов, это изготовление традиционных ножей, абхазская броня, это народные абхазские песни, абхазские танцы и многие-многие другие. И вот в этом году мы решили раскрыть тему именно изготовления национальных абхазских инструментов на примере Абхярца. Главный герой фильма Василий Аруха, единственный в стране мастер, который вручную изготавливает абхазские инструменты. Вместе с сыном он проходит весь путь от заготовки древесины до звучания готового инструмента. Работа идет не по сценарию. Фильм построен на живом диалоге и уважении к ремеслу. И вообще писал. Хинту вегертрасти хинту. Хинту параллельно, а не отпрашиваю. И умер заходить 100% понимаете. Не, иначе у меня есть. Сабина Харджели, молодой, талантливый, очень перспективный режиссер. Она с воодушевлением взялась за эту работу, и вот на протяжении полугода мы снимали этот фильм в селе Хуап, в семье Василия Аруха. Если говорить о самом фильме, он не раскрывает именно пошаговую какую-то инструкцию, а скорее показывает отношение к своему делу самого мастера и показывает, насколько важно именно подходить с творческим таким, скажем, подходом к делу. Не только знания решают и помогают.
Мастерство Василия Руха родилось после Отечественной войны. Оставив танцевальное искусство, он занялся ремеслом, без учителей, по наитию. Сегодня его инструменты звучат почти в каждом национальном коллективе Абхазии. А проект Амазара помогает сохранить такие истории, как часть культурного наследия страны, и открывает новые возможности для молодых авторов. Ребята молодые, вот кто хочет проявить себя, режиссеры, они могут прийти с готовым определенным сценарием, но, конечно же, это все фильмы должны быть направленности именно вот абхазского наследия, то есть культурного наследия. Конечно, у нас таких огромных денег нет, там снимать какие-то полнометражные картины, но вот по мере возможности для молодого человека, который только начинает первые шаги в этом направлении, это хороший шанс, хорошая попытка проявить себя. Фильм «Абхярца» будет доступен к просмотру на сайте Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, а также на платформах YouTube и ВК-видео. Это не просто рассказ о мастере, это документальное свидетельство бережного отношения к культуре. Заур Кварча, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Документальный фильм «Абхярца» режиссера Сабины Харджелия смотрите в нашем субботнем эфире. Наш соотечественник из Турции Джунейд Каял, онколог клиники высоких медицинских технологий. На его счету 23 тысячи спасенных жизней. Профессор Джунейд Каял провел уже десятки операций в республиканской больнице в Сухуме по программе совместного проекта Министерства здравоохранения Абхазии и абхазской диаспоры в Турции. Джунейд Каял также продолжает спасать жизни наших граждан. На прошлой неделе съемочная группа Абаза ТВ имела шанс попасть в клинику в Турции, где врач-онколог работает и спасает жизни. Репортаж об этом в нашем вечернем эфире. Абхазии важно выработать алгоритм сотрудничества с российскими молодежными организациями, заявил статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара Османоглы по итогам встречи представителей России и Абхазии в Доме Москвы. Я думаю, что такое движение, направленное друг к другу, будет иметь хорошие результаты. Были представлены интересные проекты, была затронута тема грантов, что интересно нашей молодежи, подчеркнул он. Как сообщает «Спутник Абхазия», по словам Кара Османоглы, есть предложения, которые нужно проработать совместно с российскими коллегами, для того, чтобы затем представить абхазской молодежи готовые проекты. Депутат Госдумы, глава платформы «Добро.рф» Артем Метелев встретился с представителями абхазских НКО. Он отметил, что в ближайшее время в Абхазии запустят «Добро-центр», который будет поддерживать НКО и развивать молодежные программы. Ребята из Абхазии, заряженные, с горящими глазами, с удовольствием поделился всем нашим опытом и технологиями, написал Метелев в своем телеграм-канале. Он отметил богатый опыт абхазских организаций, помогающих сельским жителям, ветеранам войны, организовывающим елки желаний для детей уже 5 лет. Сейчас о погоде. В пятницу 18 июля в Абхазии ожидается ночью и утром небольшая облачность, днем преимущественно ясная, жаркая погода с высоким индексом ультрафиолета. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 20 до 25, днем от 28 до 33 градусов. Температура морской воды 26 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.